Один из самых волнительных и интереснейших периодов жизни всегда принято относить к студенчеству. Это первая школа взрослой самостоятельной жизни, пугающая своей новизной и ответственностью. Многие парни и девушки в это время, так сказать, вылетают из родительского гнезда и, зачастую ощутив свободу, могут позволить себе авантюры и развлечения сомнительного характера, такие как алкоголизм, табакокурение и так далее. Потому с целью предупреждения подобных инцидентов на мероприятии, посвященном Всемирному дню трезвости и акции «Здравствуй, студент», новоиспеченным учащимся было представлено множество разнообразных полезных альтернатив свободного времяпрепровождения, таких как спортивные секции, творческие кружки и другие объединения, действующие в учебных заведениях нашего города. Сегодня, в день, посвященный трезвости и знакомству с студентами-первокурсниками нашего города, объединение детских, подростковых и молодежных клубов «Ровесник» является соорганизатором сегодняшнего мероприятия. Выведем свои коллективы, поскольку тоже работаем с молодежью абсолютно в разных направлениях. У нас восточные единоборства, у нас танцы, у нас клуб японской культуры, чего только нет на самом деле. И познакомим студентов с тем, чем можно у нас заняться, и будем очень рады, конечно, их увидеть в своих стенах. По словам экспертов, мнение, которое сложилось за рубежом о том, что россияне потребляют алкоголь в безмерных количествах, мифологизировано и часто преувеличивается. Однако стоит признать, что алкоголизм остается одной из серьезнейших проблем в нашей стране. Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, границей потребления спиртного, после которой начинается деградация общества, является потребление в количестве 8 литров на человека в год. Интересно, что в 1913 году, когда впервые был проведен День трезвости, количество алкоголя на душу населения составляло лишь 4,5 литра в год. По данным Минздрава, с 2010 года по 2017 год потребление спирта на человека уменьшилось в нашей стране с 18 до 10 литров в год. Однако, несмотря на неутешительные статистические цифры, практика показывает, что на сегодняшний день все чаще молодые люди интересуются здоровым образом жизни. Алкоголь – это наша всеобщая проблема, всероссийская беда, даже всемирная, я бы сказал, поэтому надо с нею бороться. И сегодня вся молодежь страны, отмечая этот данный Всероссийский день трезвости, вышла, чтобы сказать свое слово «нет» этим психологически активным веществам, алкоголю, табаку, всему, наркотикам. Сегодня день трезвости. Сегодня к нашему мероприятию присоединились все среднеспециальные учебные заведения города, институт, учреждения культуры, спорта. Мы знакомим наших первошей, первокурсников нашего города с тем замечательными учреждениями, которые в городе у нас функционируют, учреждениями спорта, то есть везде, где можно творить себя, потратить свою энергию в нужное русло, направить, а не отравлять ее разными напитками и алкоголем. Я думаю, что выпивать это вредно, очень вредно, и пустая трата времени и денег. Но я думаю, что наша молодежь уже больше подтягивает себя к спорту, чем к алкоголизму. И я сам занимаюсь музыкой. Посвятить свои лучшие молодые годы развитию творчества и здоровью – это выбор каждого молодого человека. Во Всероссийский день трезвости студенты Сибая на центральной городской площади скандировали веселые кричалки в поддержку трезвости. Организаторы надеются, что подобные акции благотворно будут влиять на сознательность юных граждан, и сторонников здорового образа жизни среди молодежи станет еще больше. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.